20 апреля прошлого года сферой здравоохранения стал руководить 56-летний Космосбек Чолпонбаев. До столь высокого ранга он больше был известен как бизнесмен, владеющий несколькими крупными аптеками, а то и аптечными сетями. Фармбарон, главный аптекарь, миллионер, как только не называли министра Чолпонбаева со дня его назначения. Негативные отзывы о нем не прекращались, и даже спустя 10 месяцев его работу отдельные медэксперты оценивают как нулевую. Я скажу 0, потому что последнее его действие, покупая, когда нищенское положение здравоохранения и кататься на такой дорогой автомашине, это уже говорит о компетентности и некомпетентности этого министра. Много ли мало за это время Чолпонбаев преуспел во многом, могут сказать его сторонники, которых в самой сфере Минздрава, как оказалось, немало. Но существенных или же кардинальных изменений в сфере здравоохранения не было. Ведь первым же делом, чем занялся министр тогда, он построил защитный и надежный щит из единомышленников. Однако, когда речь в стенах парламента зашла о дорогом джипе министра, сторонники главного лекаря не в силе разрядить обстановку. Ведь эта скандальная ситуация не оставила равнодушным ни общественность, ни депутатов, ни сам Кабмин. Я не считаю, что он гений. Мы очень внимательно следим за работой, и мы видим очень явную одну ошибку. Это вот эта закупка джипов. Других явных промахов пока я не вижу, дающих право на освобождение. Если по-прежнему министру, как мы говорим, там депутатская справка была на 100 страниц, там было фактов хищений на миллионы долларов. Стоит отметить, эксперты говорят и о второй стороне медали, отмечая, что отдельные депутаты критикуют не столь справедливое действие и работу министра. Ведь сами того не ведая, они становятся разрушителями данной отрасли. Он, может быть, плохо работает, но это не дает Евгении Григорьевне право говорить вообще в адрес. Если она не пропускает закон, который в несколько раз снизит стоимость лекарств, который позволит поставлять качественные лекарства. Стоит отметить, что в системе здравоохранения он с 1985 года. Известно, что до занимался фармацевтическим делом, был на руководящей должности в Департаменте лекарственного обеспечения, также председателем фармацевтического союза. До назначения на высокий и ответственный пост даже читал студентам лекции по управлению и экономике фармации. Понятно, что его трудовая биография состоит из фармотраслей. Именно в эту сферу направлены все его усилия, говорят специалисты. Во-первых, он в системе фармбизнес занимается, у него есть личностный бизнес. Второй, он с преподавательского кресла сразу пришел на управленческий. У него нет вот этой иерархии готовности именно вести управленческое дело. Это первое. Второй, конфликт интересов. Департамент лекарственного обеспечения относится к Министерству здравоохранения, а тут у него прямой конфликт интересов. По Кыргызстану насчитывается свыше 2500 аптек. Точное количество точек министра неизвестно. В настоящее время в фармацевтической сфере страны много вопросов и проблем, которых решить Чолпонбаеву не удается. Понятно, что эту отрасль захватили монополисты. Работу ведут аптеки по-разному. Не каждый соблюдает законов касательно продажи особо опасных лекарств, антибиотиков. В какую сторону развернется скандальная ситуация с министром здравоохранения и что предпримет премьер, пока неизвестно. Но понятно одно – самым сложным и проблемным сектором страны должен руководить не бизнесмен, а профессиональный медик и настоящий менеджер, говорят специалисты. Элиза Балбакова, Улан Сатыкулов, Ньюс ТВ.